Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы подводим, в общем-то, итоги выборов в органы местного самоуправления. Никогда, собственно говоря, ни одни выборы в органы местного самоуправления предыдущие вот у меня как-то не зафиксировались в памяти, как-то все это так буднично проходило. Эти вот с каким-то запоминающимся как бы пятном, условно говоря, потому что действительно впервые произошли такие вещи, которые мы никогда не ассоциировали с выборами в органы местного самоуправления. То есть вот этот скандал с политтехнологами и так далее, российскими политтехнологами, он, безусловно, дал определенный осадок и определенную пищу для размышлений. И мы сегодня по этому поводу будем говорить с председателем общественной организации АХЭЦа Ахра Ибжани. Ахра, добрый день. Все-таки мне очень непонятно, ну, знаешь, технически непонятно, для чего органы местного самоуправления, где, собственно говоря, ну, они у нас никогда не, эти выборы в органы местного самоуправления не были политизированы, по большому счету, да, то есть там вот так, чтобы активно политические организации участвовали в них и так далее, и вот так, чтобы некий такой, как бы, таким, представлять их неким рубежным моментом, да, вот в нашей абхазской действительности, да, то есть я заметил, что вот разные анонимные телеграм-каналы долго-долго раскручивали, что вот это такой рубежный момент, да, между там добром и злом, схватками между пророссийскими силами и там западными, ну, то есть такая демагогия полная неслась, что, в общем-то, я думал, ну, вот играют в дуду такую, ну, может, там эти телеграм-каналы, но вот потом уже сами выборы прошли, и вдруг вот такая картина. Ты знаешь, мне кажется, у нас вот это отношение к муниципальным выборам как к чему-то начальному, что ли, первой ступени для чего-то, мне кажется, оно вообще неправильное. И, по-моему, муниципальные выборы должны быть политизированы. В этом отношении я как раз считаю, что наше общество взрослеет. Потому что на муниципальном уровне принимаются очень важные решения. Решения, связанные с экономическими вопросами, с вопросами образования, культуры, какой-то локальной политики. А как показала нам практика, там принимаются решения, связанные с большой политикой. Я хочу напомнить, что ну, сейчас, чтобы я не ошибся, по-моему, Гулерипческое собрание, по-моему, Пицунское, Гагрское собрание в прошлом или позапрошлом году проголосовали против принятия, по-моему, закона в апартаментах. Правильно, что это же было? Значит, эти люди, их самооценка такова, что они считают возможным и необходимым участвовать и вот в этой политике, которая выходит за рамки их районов. В этом плане я ничего плохого не вижу. Я считаю, что наоборот, если вы занимаетесь политикой, то надо действительно заниматься политикой, надо идти в местные органы власти, вооруженные, с соответствующими взглядами, целями, задачами, программами. В идеале, наверное, представлять интересы каких-то общественных объединений или партий. Тогда ваша деятельность будет осмысленно, целенаправленно, и результаты которых вы добьетесь, будут гораздо более ощутимы и весомы. Это один аспект. Вот, другой аспект, конечно, то, что выборы, любые, это святая святых общества, святая святых демократического общества, коим я пока что причисляю абхазское общество тоже. Почему? Во-первых, вы даете карт-бланш кому-то, вы свои полномочия передаете, гражданские полномочия, избранным людям. И, конечно, вы хотите, чтобы люди, которые за вас могут решать какие-то общие дела, были подкованные, образованные, патриотичные, чтобы они имели представление
о государственной экономике, о внешней политике, о наших внутренних взаимоотношениях, о морали, которая присутствует внутри общества. И, конечно, вы хотите, чтобы там были лучшие. Это во-первых. Во-вторых, выборы – это еще символ. Вы говорите всем, в том числе и тем, кто смотрит на вас из-за рубежа, это мы делаем выбор. Это наш такой выбор. И никто на этот выбор повлиять не может. Если вы таким образом ставите вопрос, значит, вы говорите, что и в других вопросах, которые касаются других областей политики, внешней или внутренней, не имеет значения, вы тоже будете вести эту самостоятельную линию. Когда вот эта идеология, суверенная идеология, подменяется другой идеологией, идеологией зависимости или как-то идеологией младшего брата, когда иностранные специалисты, государственные служащие, масс-медиа, какие-то финансовые круги считают возможным вместо вас участвовать в ваших выборах и определять повестку дня, значит, они говорят, что и завтра они будут определять и экономическую, и политическую, и внутреннюю повестку дня вместо вас. Вот что мы увидели на этих выборах. Я, конечно, далек от мысли, что люди, которые пошли в местные органы власти под лозунгом команды президента, там они будут исполнять безоговорочно чьи-то указания и так далее. Наверное, это все дети, сыновья или племянники наших уважаемых людей, наверное, патриотов, ветеранов и так далее. Но, понимаете, все же имеет свой символический смысл. Вот эта кампания иностранного вмешательства, будем прямо говорить, в наши муниципальные выборы проходила при таком нейтралитете нашей власти и силовых органов, СКП, МВД, там, прокуратуры и так далее. Ну, как вы понимаете, это же вопиющее нарушение нашей Конституции. То есть, еще раз, святая святых, это выборы, это главный процесс в стране, который определяет на какие-то годы вообще, как будет жить народ. И вдруг вот в этот процесс вы допускаете иностранных специалистов, допускаете 10 раз, друзья, никакая разница, понимаете? Но вот в связи с этими иностранными специалистами у нас, в принципе, и ранее были политтехнологи, но это всегда касалось каких-то больших там выборов президентских и так далее. Я помню, там 2004 год, это вот типа на таком государственном уровне было, когда вот разделение и так далее. Но потом как-то это все как бы было пересмотрено, и если были какие-то политтехнологи, просто каждый кандидат, какой-то кандидат там считал, что ему удобнее там это произвести. Вот. Хотя вот весь этот опыт, который показывается всеми этими политтехнологами, он оказывался провальным. Да, я вспоминаю там выборную кампанию там Беслана Будба, которая оказалась полно провальной, когда он там доверился исключительно иностранным политтехнологам. Да, то есть люди абсолютно не понимали, что тот инструментарий, который используется там в какой-то там отдельно взятой российской области, он абсолютно неэффективен. И более того, он как бы дает обратный результат в абхазских реалиях. Да? Тем не менее, вот как-то все равно вот этими технологиями на президентских выборах мы периодически пользуемся. Кто-то из кандидатов периодически пользовался. Но у нас этого не было ни на парламентских выборах, тем более не на муниципальных выборах. Сейчас вот как бы обнажилась эта история с командой Абхазии. Да, команда Абхазии, команда президента, да, то есть, ну, вообще само словосочетание команда Абхазии и команда президента меня как-то очень сильно как бы раздражает, да, когда вот вдруг какая-то группа становится командой Абхазии, а все остальные там не поймешь, в какую команду
команду входят, да. Ну, сперва эта команда Абхазии, я помню, зарождалась как идея, действительно хорошая идея, там подготовить кадровый резерв там и так далее. Но сейчас я как посмотрел, как вот эти выборы происходили, когда людей, некоторые люди там соглашались с этими правилами, типа пойти от этой команды Абхазии на этих выборах, некоторых вообще там включали так, без их желания, потом они приходили там, я как знаю, даже и шумели, чего вы нас включили и так далее в эту команду. Вообще сама система, и вот когда вот этих политтехнологов, да, там была эта некрасивая история там с их обнаружением и все как происходило, но тем не менее, после того, как этих политтехнологов взяли, а с ними были там всякие гаджеты и так далее, куча всякого материала, чем они там занимались, доказательная база была, хотя там СГБ на следующий день их прямо выпроводило, да, от греха подальше. И я посмотрел, ну, вот эти материалы, которые были слиты там в различные телеграм-каналы, и охват этой истории. То есть там окучивание, там куча телеграм-каналов, куча там каких-то непонятных медиа, Абхазский вестник, который выходит тиражом 40 тысяч. Извините, я издавал газету на протяжении долгих лет, издавал газету. 40 тысяч тираж газеты бесплатно. Это какие деньги, во-первых. Во-вторых, ну, куда ты будешь девать эту газету? Когда, кто у тебя это и будет читать при наличии интернета, да? То есть, ну, там пытались, я даже прочел, что там пытались как бы телеканал Абаза окучить, да? То есть необходимо там вот этот оппозиционный канал там окучить, изменить как бы политику его, там нарастить кадрами, то есть вот это наращивание кадрами, я как понимаю, опять же происходило бы за счет каких-то наемных людей. Не с абхазским, то есть не из Абхазии, которые там приехали откуда-то, да, то есть вот они будут, как говорится, гонять политику. То есть это вот такая обширная какая-то программа вылезла, которая вылезла за рамки самой команды Абхазии. Это такой информационный, идеологический, пропагандистский, за рамки вот этих маленьких выборов. То есть и меня это, как бы, честно говоря, очень смутило, да, то есть потом меня смутила еще другая история, когда вот каждый день в течение нескольких месяцев показывали там различные там и государственное телевидение, государственные СМИ там и так далее, там выступал этот, я не знаю, генеральный директор или распорядитель, кто этой команды Абхазии, Георгий Габуни, я помню его, он был когда-то в Айнаре, который окрестили националистическим, сейчас у него вот такой разворот произошел, да, и потом вдруг он отказывается от этих политтехнологов, что мы вообще никакого отношения, ну как ты не имеешь никакого отношения, да, то есть тогда, если ты, тогда ты должен, наверное, сам пытаться разобраться, что же произошло, да, или делает вид, что якобы не в курсе, так мне больше это кажется. Но все как-то отмалчиваются, те же власти отмалчиваются, такой скандал вышел. Ну вот то, что ты говоришь, это как раз подтверждает наши общие опасения. О чем эти опасения? О том, что эти процессы происходят параллельно с нами, с нашей властью и так далее, и так далее. Такое впечатление, что никто здесь внутри Абхазии толком это вообще не контролирует. Если это сопоставить с теми вмешательствами, которые были до того, там, 4-й год и так далее, да, все-таки там была работа на каких-то определенных абхазских политиков, на кандидата. А сейчас у меня такое впечатление, что это работа на какую-то доктрину, общую идею, чтобы изменить нас вот этот общественно-политический фон внутри страны, сделать его как бы более адаптированным к тем идеям, которые были отвергнуты буквально в прошлом году, тем идеям, которые противоречат нашим национальным интересам. Вот ты говоришь, открещиваются, да, но я могу понять, почему, потому что эти люди,
кстати, очень уважаемые, которые там официально включены в попечительские советы и так далее, они вообще не формируют повестку этой организации. Они не формируют идеологию этого движения. Но их просто там, вот, как уважаемых людей. Не, ну есть исполнительный директор, который должен быть хотя бы в курсе, что происходит в его организации. Я не думаю, что это так. Я думаю, что это, к сожалению, полностью вот такая вот иностранная инициатива. И это, конечно, очень настораживает и расстраивает. Но это же не на ровном месте появилось. Почему это произошло? Ведь это же идеологическая работа, да? Ну, что такое идеология? Идеология – это же не какой-то эпос, не какая-то сказка. Это вполне конкретная система мер, законов, представлений, там, целей, задач, которые поддерживают ваше государство, которые служат национальным интересам. А когда вы начинаете свою идеологию в качестве какого-то штампа или шаблона использовать идеологию другого государства, тогда рано или поздно она вступает в противоречие с вашими интересами. Когда вы вперед выдвигаете не ваши интересы, а говорите, вот знаете, у нас ничего не получится, мы не можем, мы слабые, мы зависимые, мы просим, вот без вас мы не выживем, вы нас поддерживаете, вы нас кормите, вы нас поете, вы нас защищаете. Когда вот такая идеология выходит на передний план, но у людей, которые экспортируют вам, импортируют свою идеологию, возникает вопрос, а почему вы сопротивляетесь законопроектам об инвестициях, законопроектах о апартаментах, законопроектам о иностранных агентах? Это же вписывается в ту идеологию, которую вы сами принимаете. Идеология, она должна быть как маркер, который говорит, мы другие. Но к чести надо сказать, что вот эти проекты, которые там, в общем-то, привели к смене власти, к отставке досрочной экс-президента Аслана Абжаня, то есть об апартаментах, о иностранных инвестициях в Абхазию и так далее, они даже сейчас нигде не рассматриваются, то есть в этом портфеле повестки абхазской нынешней власти нет. Это заблуждение, потому что все то, что происходит, в том числе и местные выборы, и то активное участие, которое иностранные политтехнологи приняли в этих выборах, говорит не только об одном, что это отложенный процесс. И он будет набирать новую силу, когда, как этим иностранным политтехнологам кажется, лояльные люди придут к власти. Сейчас это сделано на муниципальном уровне. Вот видишь, какое внимание этому уделилось. Это же не просто так. Потом это будет сделано то же самое на парламентских выборах. И когда вот этот полный пул, как им кажется, я надеюсь, что этого не будет, но, как им кажется, лояльных политиков будет заполнить все это пространство политического Абхазии, тогда эти проекты, и я тебя уверяю, с еще большими красками, выступят на законодательную арену нашей республики. И сопротивляться им будет уже очень трудно. Вот еще такой момент. Почему людей, которые сопротивляются активно вот этим законопроектам в прошлом году, стали преследовать по принципу их гражданства, там, иноагентства и так далее, и так далее. Почему это произошло? Потому что у этих представителей Российской Федерации сложилось впечатление, что этому сопротивляются только маргиналы. Но как же, власть же поддерживает это? Ведь официально выбранные структуры государства, там некоторые депутаты, президентская власть, правительство, все же это поддерживают. А кто же тогда не поддерживает? Значит, это маргиналы не поддерживают, понимаешь? Вот такое сложилось впечатление. Потому что когда твоя власть выступает не с точки зрения твоей идеологии, защищает твои национальные интересы. Вот образуется ситуация, когда
у твоих соседей сложится впечатление, что это защищают только маргиналы. Эта ситуация, она, в принципе, характерна была при прошлом все-таки президенте, когда они активно объясняли, кто им мешает. Сейчас вот такого нет, но вот некое такое инерционное движение, оно существует. То есть они, в общем-то, и не подзуживают, и не мешают, то есть они как-то самоустранились от этого. Я имею в виду абхазские власти. Но при этом я смотрю, в общем-то, вот этот размах, он как-то растет идеологически, информационный. Абхазское информационное поле, оно практически перестало быть абхазским. Вот посмотрите, от имени власти говорят куча всяких анонимных там телеграм-каналов, куча всяких каких-то интернет-изданий, там всякие газету издают анонимную, абхазские вести, не поймешь, кто там вообще работает, да, работа там выяснила, что ни одного абхаза не работает, и как потом выяснилось, один из учредителей сказал, мы не успели их нанять, собирались, то есть вообще какая-то очень странная ситуация происходит. На абхазском телевидении работают те же политтехнологи, то есть все знают, все вот эти анонимные каналы, которые, в общем-то, пытаются разжечь какой-то конфликт внутри Абхазии, там, изобразить там какую-то борьбу геополитического характера, которая здесь проходит по Сухумской набережной, с одной стороны, там, дикий тлетворный Запад, с другой стороны Россия и так далее. Вот как бы они вещают от абхазского имени. Все понимают, что работают, а там все эти истории, все эти фантазии пишутся не абхазами, пишутся людьми, которым, собственно говоря, без разницы писать это в Абхазии или там, я не знаю, там Буркина-Фасо там, или там в Лесото, да, то есть у них работа такая, то есть они не беспокоятся, в общем, они сделали свое дело и могут уйти. Когда ты высказываешь свое мнение открыто и громогласно, никто потом за твоей спиной не будет интерпретировать твое мнение, якобы, а вот он так думает и так далее. То же самое и здесь. Власть должна быть публична, понятна и открыта. На каждое событие, которое происходит в обществе, тем более какие-то болевые точки, власть должна реагировать, интерпретировать, объяснять свою позицию, в ряде случаев успокаивать своих граждан. И в том числе умерить вот этот вот непонятный пыл анонимных комментаторов, которые вот здесь вот заполнили вот эту информационную идеологическую нишу, за нас решая, как нам быть, как нам жить и как нам оценивать то, что происходит в Абхазии. Вот я хочу, если это позволительно, там, с высоты моего возраста, я не знаю, хотя бы, да? Не надо опасаться свои интересы ставить вот впереди всего. В этом и заключается работа политика, его главная функция, его главный сервис, если хочешь, чтобы вот прямо вперед выставлять свои интересы. Это наше, вот в этом мы заинтересованы, и мы хотим, чтобы это уважали в первую очередь. Первое. Второе. Мы никому ничего не должны и никому ничем не обязаны. Если вот эта идеология самостоятельности, самодостаточности и того, что вы не боитесь, что кто-то там от вас откажется или отвернется. Если это вы дадите понять, знать всем и внутри, и снаружи Абхазии, тогда вам гораздо легче будет управлять всеми процессами. Вам гораздо легче будет говорить со своими союзниками. У вас будут, понимаете, внутри вашей страны разные политические силы. Если вы вот этот главный тезис, главный лозунг любого руководителя, любого правительства, наши интересы вперед, а потом все остальное, если вы поставите на повестку дня. Понимаете? Это должно работать во всем. В экономике, не знаю, вот есть же экономическая идеология, допустим, да, что, кому мы чем должны. Мне кажется, этот главный рычаг, главный козырь, вот как у Архимеда, он говорил, дайте мне рычаг, я переверну мир.
Вот это ваш рычаг любого руководства. Ну, вы помните, как Владислав Арзимов себя вел? Понимаешь? Он, несмотря, невзирая на чины и так далее, он продвигал нашу повестку. Все это прекрасно воспринимали. Если вы этого не делаете по каким-то причинам, вы закладываете зерно сомнения. Во-первых, снаружи, что вас можно продавить. Во-вторых, внутри. Легитимность теряет. Здесь что гораздо хуже, что вы не самостоятельны при принятии своих решений. К сожалению, политика такая вещь, что там надо быть не только дипломатичным, но и жестким. Особенно, когда касается интереса ваших граждан. Особенно, когда касается выборного процесса. Выборы еще это альфа и омега жизни общества, демократического общества. Если вы на одну секунду позволите вот в глобальном вот таком масштабе подменить ваши конституционные правила и конституционные интересы какими-то другими интересами, то на этом ваш суверенитет закончится. И власть ваша на этом закончится. Никому ничего уже потом вы руководить, управлять не сможете. Ну, вообще, я заметил, что просто власти, наверное, наши власти не могут как-то, это с каждым разом так происходит, с каждой новой властью, ну, новой, как после выборов, да, что она не может четко сформулировать, чего же она, собственно говоря, представляет и чего хочет, да? Да, по крайней мере, в общении с тем же Кремлем, да? И мне кажется, основная мысль в реальности, как бы не изображали все эти анонимные каналы, что здесь какие-то некие антироссийские, некие протурецкие, некие там западные там силы и так далее, там куча всяких разведок и так далее. У нас, собственно говоря, со всех сторон, в общем-то, для Абхазии жизненно важно быть другом, союзником России, в общем-то. Та же Турция, которую там пытаются эти телеграм-каналы там, в общем-то, тиражировать, якобы вот эта оппозиция, там, протурецкие там, силы и так далее представляет. Так вот, где Турция? Турция за морем находится, да, то есть у нас общая граница с Россией, с Грузией у нас, в общем-то, неразрешенный конфликт, Россия наш партнер и так далее. Ну, в общем-то, у нас вся экономика там и так или иначе направлена, в общем, привязана к российскому рынку и так далее. То есть, ну, вот что-то придумывать в этом плане, как будто бы нас тот же Евросоюз или кто-то ждет, да, в ближайшей перспективе, да и в далекой, собственно говоря, особых изменений не будет, наверное, по отношению к нам. Но мы, собственно, хотим, чтобы наши власти более четко давали, говорили с нашими партнерами там в Москве, да, там и так далее, что вот каких-либо опасений на этот счет не должно быть. Но вот этого сейчас, собственно говоря, не видно. То есть у нас, с другой стороны, власть потеряла вообще какой-то элемент публичности. Я сейчас не беру в расчет то, что где-то там ленточку разрезают и какие-то дежурные слова говорят. То есть на какие-то серьезные там вопросы, касающиеся там острых каких-то проблем или там каких-то фундаментальных вещей, где надо правильно проставить акценты, мы, собственно говоря, отмалчиваемся. То есть я вот это я заметил, да. И наверное, все-таки это проблема чисто абхазская. Чисто абхазская, коль все боятся, в общем-то, чего-то, как бы чего не вышло и как бы самоустранились. Меня вот это больше всего беспокоит в этой истории. Насколько мы можем изменить ситуацию? Вот этот скандал, который вышел все-таки с этими политтехнологами, он, наверное, как-то способен, может быть, как-то их взбодрить и сказать, ну, все-таки надо менять. Я не вижу вот в дальнейшем, если вот, опять же, эта история там с
когда твое полностью информационное поле отдается на откуп политтехнологам, я не вижу, ну, что для власти это дает. Что дает это для абхазского государства. Потому что когда у тебя лишается твоего информационного поля, ты, извиняюсь, выглядишь совсем вот как бы человек, как бы, который просто заглянул в гости к кому-то. Ты знаешь, ну, это очевидно, Россия – это естественный союзник, партнер, и какой хотите, и политический, и военно-экономический Республики Абхазия. Я неоднократно говорил, что нас очень многое связывает. Во-первых, это гуманитарное пространство. Образование, язык, культура, друзья, однополчане. Как я могу забыть, или кто-то из нас, и тех ребят, которые, начиная от Дальнего Востока и кончая Приднестровьем, вот здесь с нами воевал и умирал и так далее. Это какие-то общие научные, культурные, образовательные, экономические, финансовые проекты. Ну, в конце концов, мы находимся в рублевой зоне и так далее. То есть, по-моему, есть какие-то естественные вещи, которые не надо лишний раз подтверждать. Кроме того, мне кажется, вот в нашем сегодняшнем сумасшедшем мире, когда все друг друга ненавидят, в Абхазии очень такая доброжелательная, гостеприимная, вот, по-настоящему такая родственная атмосфера, в том числе и к туристам из Российской Федерации, к нашим коллегам, к нашим друзьям и так далее, и так далее. Другой вопрос, что Абхазия при всем не том, это наш отдельный суверенный проект. Никто нам его не подарил. И это не является с кем-то, да, осуществленный проект. Это проект, который мы осуществили самостоятельно, вопреки всем, в том числе и вопреки сегодняшним нашим друзьям. И когда мы 30 сентября празднуем День независимости, Победы, это мы празднуем только наш праздник, заслуженный именно нами, и чей-то не общий праздник, это наш сугубо абхазский праздник. Единственная возможность осложнить наши отношения, но я не скрываю, что сегодняшние отношения Абхазии и Российской Федерации в какой-то определенной тени, что ли, это единственная возможность, это попытаться заместить вот эту нашу идеологию нашего государства, идеологию того, что вы младшие братья, или я не знаю, как, откуда это идет, понимаете? Что давайте вот пускай эти законы у вас поработают, а давайте заведомо невыгодные, но выгодные нам экономические условия здесь будут распространены в виде закона. Давайте тех, кто с этим не согласен, мы будем там прессовать по какой-то гражданской линии, называть их иноагентами, при этом наша власть вообще будет отмалчиваться, как будто это их никак не касается. Знаете? Вот если этого не делать, если уважать наш выбор, наш суверенитет, я тебя уверяю, таких верных друзей в Абхазии еще поискать надо. И это я отношу не только к Российской Федерации, я по отношению всех это могу сказать. Всех на Южном Кавказе, в том числе и в отношении Грузии. Признайте, наконец, наш выбор. Мы свободные люди. Ничего такого, что вы сами когда-то не делали в отношении своей страны. Вот эта свобода, независимость, право развивать вашу культуру, право развивать вашу... Ничего такого, что вы не хотели, мы себе не пожелали. У нас тысячелетняя история. Мы любим эту землю, мы готовы пожертвовать за нее жизнью, мы это доказали. Признайте это. И тогда, наверное, через какое-то время лучше Абхазии ни у кого друзей не будет. Знаете? Если вот так выстраивать отношения, если уважать наш выбор, и если наша власть будет всячески поддерживать своих граждан вот в этом тезисе, что наш выбор, наши интересы идут впереди, а потом все остальное, я тебе уверяю, и отношение к нам и другое будет, и таких вот скандальных проектов не будет. Никто в наши выборы вмешиваться не будет, потому что при первой же попытке их скрутят и выдворят за пределы Абхазии, анонимные каналы раскроют, оштрафуют, сделают персонами нон грата здесь, а не то, что они сейчас сидят
по съемным квартирам и фешенебельным отелям, обложенные компьютерами, получают деньги и строчат, и только осложняя наши дружеские братские отношения. Вот этого всего не будет. Но за это должна отвечать власть. Люди, которым мы делегировали свои полномочия. Но я не могу заниматься политикой, финансами, внешней политикой, потому что я работаю, что-то делаю. Я делегировал эти свои права. Пожалуйста, относитесь к этому с ответственностью. Если вы чего-то опасаетесь, да, какого давления, скажите нам, мы выйдем на улицы в вашу поддержку. И никому не дадим прессовать нашу власть, потому что наши интересы оставят. Но если будет наоборот, если вы будете прогибаться, чего-то опасаться, продвигать интересы, которые там вызывают у нас сомнения, мы выйдем на улицу уже против вас. Вот, чтобы этого не происходило. В любом случае, мне кажется, да, плохо, что вот этот скандал состоялся. С другой стороны, мне кажется, если рано или поздно он так или иначе должен был этот скандал произойти, потому что сама ситуация диктовала, да, когда люди спокойно входят в ту же администрацию президента и так далее, потом зачем им этим политтехнологам где-то прятаться, да, с кем-то они имеют отношения. И с другой стороны, когда мы вот так на откуп отдаем говорить о том, какой должна быть Абхазия каким-то гастролером-политтехнологом, и потом таким же вариантом на выборах приходят вот там как бы депутаты, кандидаты вот становятся депутатами, там, я не знаю, потом в дальнейшем, может, президентами. Это бьет все-таки по легитимности, когда ты вот понимаешь, собственно говоря, где собака зарыта, каким путем ты пришел. Каким ты путем пришел, потому что так или иначе вот эта помощь, она всегда где-то аукается. Да? И когда ты не можешь реагировать на вещи, которые очевидны, как вот сейчас произошло с этими политтехнологами, да там даже если бы в этих телефонах был бы план по госперевороту, наши власти не отреагировали бы, просто сделали вид, что ничего не происходит. Вот самое обидное. В чем проблема? Мне кажется в том, что это вот как-то, видимо, некая подвязанность к этим людям, к этим проектам. Все-таки эти же политтехнологи не пришли, не нелегалами работали. Их же кто-то же привез, кто-то здесь согласился, кому-то они обращались в этой власти. И, видимо, когда вся эта история всплыла, решили просто как бы сделать вид, что ничего не происходит. К чему я говорю? В любом случае, когда в маленькой Абхазии, где маленькое общество, да, когда все знают, откуда все это растет, да, и когда создается некое параллельное пространство, да, некая параллельная абхазская действительность. С одной стороны есть действительность, а с другой стороны есть такое вот созданная история, где как Дикий Запад и Россия, ее союзники, и союзники России не дремлют, и вот здесь они вот готовы там с утра до вечера биться, да, то есть вот когда ты просыпаешься в этой реальности, оно становится, конечно же, очевидно каждому гражданину. Да, и вот эта история, да, это началась, особенно она была заметна, там, допустим, во время президентских выборов, но казалось, вот выборы закончились, и эта история должна вот как бы уйти в тираж, там, в архив, куда угодно, но как бы мы начнем жить опять по-прежнему. Но я смотрю, эта история продолжается и развивается, и она вот как-то еще нарастает, какими подробностями и так далее. Вот сейчас вот это все всплыло, и вот как в сказке Андерсона, а король-то голый, да, ты понимаешь, вот эта очевидность, когда даже простому крестьянину становится очевидно, что, ну, собственно говоря... Я хочу тебя перебить, не то, что продолжить.
Понимаете, я еще раз хочу обратиться ко всем и к нашему, потому что власть тоже наше общество. Да. Ну, ребята, как это можно допустить? Вот я читал пост одной нашей медсестры, которая на День Победы не могла там от Ачамчиры до Маджарки, там 5 или 6 мест плакат наших медсестер разместить. А я сегодня ехал от Маджарки там до аэропорта, я насчитал штук, наверное, 20 вот этих вот плакатов, как это Абхазия, команда президента, да, и так далее, понимаете. Ну, хорошо, вы на местах боевой славы, вот это вот, кто это делает? Это абхазцы не делают, понимаешь? Это не наши граждане, это кто-то, кто не понимает нашей морали, не знает нашей истории, не ценит, не понимает, через что мы прошли, которые считают, что мы просто стадо, которое можно промыть мозги, которых можно купить за 5000. Вот такое к нам отношение. Понимаешь? Но почему мы это позволяем? Понимаешь? Почему общество должно само себя защищать и отстаивать свои интересы? Ну, мы как бы с себя ответственность общества не снимаем, ради Бога, будем там стоять, помогать. Но еще раз говорю, это должны делать компетентные органы, которым мы платим налоги. Понимаешь? Что это значит? Они приехали сюда, и бессовестно они, значит, вербуют граждан. Нам нужен такой-то контент, за этот контент мы будем платить. Кто вы такие? Что вы понимаете в нашей истории? Что вы вообще знаете о этих людях, которых вы продвигаете? Вы вообще знаете, через что мы прошли? Вот эти ребята на местах этих боев, которые вы развесили ваши плакаты. Вы знаете, как непросто? Никто, слушайте, нам не помогал. Женщины, как проклятые, вот там вот целыми днями стояли, продавали, чтобы кусок хлеба купить, своих детей на ноги поднять. Мы там тоже что-то старались, мужиков никуда не пускали, бизнеса не было, ничего не было. Сегодня вы приходите, вы нам говорите, как нам жить, что нам делать. Понимаете? Как это так? Это же так унизительно, понимаешь? Унизительно для нас, для наших граждан, для этой молодежи, которая не подтягивает непонятные проекты. Я этим ребятам тоже хочу сказать. Ну, подумайте, в чем вы проекте участвуете? В абхазском? Вот абхаз такое скажет. Я никогда не поверю, что президент Бадыр Гумба абхаз какую-то группу своих единомышленников назвал бы команда президента. Он так никогда не назвал, потому что он абхаз, понимаешь? Я не могу, вы моя команда, понимаешь, сказать. Кто это делает? Почему им это позволяют? Еще раз говорю, если наша вот эта идеология Хайбаркара, если она будет заменена другой чьей-то идеологией, мы не остановим ни вредные нам законопроекты, мы не остановим ни вредное, ни культурное, никакое другое. Я не говорю, что оно плохое, а для них хорошее, но для нас оно чужое. У каждого народа есть свой культурный код. И эти культурные коды надо оберегать. Мое государство мне нужно в том числе и для этого, понимаешь? Как? Представляйте наши интересы. У вас есть для этого все полномочия. Защищайте наши интересы. Не надо никого стесняться или опасаться. Если кто-то на вас будет оказывать давление, мы здесь, общество. Вы никому ничего не должны. Ни в военном, ни в экономическом, ни в каком другом плане. Сколько нам дают, столько мы тоже обратно даем. Я сейчас не буду по пальцам перечислять, но я тебе уверяю, что услуги, которые Республика Абхазия, в том числе и экономические, оказывает своим друзьям, больше тех дивидендов и благ, которые она приобретает. Гораздо больше. И если от нас кто-то вдруг там откажется или скажет, все, мы с вами не дружим, я тебе уверяю, мы не пропадем. Мы переживали трудные времена, и трудными временами никто нас не испугает. Но в любом случае мы не собираемся, и в наших интересах быть партнером, союзником России. Но все-таки хотелось бы, чтобы... У меня претензии, собственно говоря, к абхазской власти, ты понимаешь? Именно сейчас надо переоценивать. Эти политтехнологи... Будешь недооценивать? Да. Будешь недооценивать. Вот и будешь постоянно в таком положении недооцененного, понимаешь? Недомогущего, ты он не в состоянии, там, бедные, несчастные, прокормите, защитите нас. Это везде, в биологии, в политике, это везде одинаково работает.
Ты должен, я могу. Никакие ваши, там, я не знаю, там, давление или там намеки или угрозы не сработают. Так же мы себя повели в 92 году. Разве не так? Но ты понимаешь, все-таки сейчас, тогда война закончилась с развалом Советского Союза. Были тогда совершенно другие идеалы. Там, с развалом Советского Союза социализм как бы рухнул в отдельно взятой стране, да, и люди выживали. И если ты вспомнишь, конец 80-х годов, очень много людей, вот когда вот это национально-освободительное движение набирало обороты, готовы были снять последнюю рубашку с себя, не думая, что ему за это там перепадет, да. Но со временем, когда и там, собственно, война закончилась и так далее, многие стали оценивать вот эту рубашку, когда-то безвозмездно, бескорыстно снятую, как-то очень дорого. Да, мы до сих пор расплачиваемся по некоторым рубашкам, до сих пор расплачиваемся, да. Но, собственно говоря, борьба за государство, борьба за свою свободу, она не разовый эпизод. Это, наверное, каждодневный труд, каждодневная борьба, потому что если ты хочешь быть, в общем-то, свободным, ты должен, собственно говоря, вот согласно тем законам, которые ты сам для себя определил в виде Конституции, в виде отдельно взятых законов и так далее, правил, прав, обязанностей, да, и твоих, и государства, и так далее, соблюдения, вот как бы придерживаться этого. Но, к сожалению, я вот так смотрю, что мы как-то, опять же, вошли в некую параллельную реальность. Я просто не вижу у этой параллельной реальности хорошего хэппи-энда, ты понимаешь? Самое плохое, что может произойти, когда у твоих граждан легитимность твоей власти, она будет как бы весьма условной. Как? Весьма условный. То есть, когда чем больше власть не замечает каких-то вещей, откровенных вещей, тем больше вот эта ситуация бьет по ее легитимности. Я вот определил, да, когда уже начинают уповать, я вижу люди, которые пишут письма, обращаются, там, допустим, условно говоря, к президенту, граждане Абхазии, пишут о каких-то внутренних делах, пишут письма президенту Путину. Ты не видел такие письма? Я видел. Где-то в интернете всегда где-то есть обращение к президенту. Это значит, то есть вера в того, что ты можешь обратиться к президенту Абхазии, он может защитить твои права, отстоять твои права, она утеряна. То есть вот это, наверное, является самой главной проблемой. Но, тем не менее, я буду все-таки завершать наш эфир. Сегодня мы, в общем-то, говорили не о конфронтации, мы говорили о том, как должно быть. Когда здесь нет, когда искусственный конфликт начинают с помощью политтехнологов разогревать, и они тем самым отрабатывают свой хлеб, в общем-то, создается иллюзия, что эта страна находится на баррикадах. Но мы не хотим быть на баррикадах, мы хотим просто развиваться нормально, внутри развиваться, развивать нормальные отношения со своими соседями, с Россией. И для этого мы должны, наверное, как бы иметь адекватную реакцию власти на происходящие события, и тогда у нас будет, наверное, как бы все более-менее. Ну, я хочу еще одну вещь сказать, не надо этого... Для этого я тебя и позвал. Не надо как бы этого опасаться. Да. Всегда в Абхазии, всегда общество будет на страже своих интересов. Это наша политическая традиция 20 века, может и раньше было, я не знаю. Это в нашей политической культуре.
и какой бы легитимностью власть не обладала, общество всегда будет вот этот инстинкт самосохранения работать, и не надо этого опасаться. Наоборот, это надо использовать, надо приветствовать. Чем более активно у тебя вот это гражданское общество, общество граждан, тем на самом деле легче тебе управлять страной, как во внутреннем, так и во внешнем смысле. Вот эту небезразличность, небезразличие граждан Абхазии надо стараться не подавить, не приглушить, а наоборот использовать, потому что такого рычага сильного не у всех государств есть. Вот это качество абхазцев, небезразличие, чувство ответственности за свою страну надо всячески поддерживать. И, кстати, вот именно таких людей и надо делегировать во власти, чтобы они вот эту идею небезразличия и ответственности вот туда, в эту жизнь, которую управляет во власть, делегировали. В общем, я буду все-таки завершать наш эфир. Ахра, большое спасибо. Смотрите нас на YouTube-канале и в других социальных сетях. До новых встреч. До свидания.